В эфире новости, в студии Анастасия Кобузева. Здравствуйте. Вот главные темы. Еще 41 человек заболел коронавирусом в Якутии. Один пациент с COVID-19 скончался. Новый учебный год в новом здании. В поселке Алмазное открыли школу на 275 мест. Великая Отечественная война глазами мастеров 20 века. В Якутске откроется выставка «Память поколений». Начнем выпуск с данных оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Еще 41 человек заболел COVID-19 в республике. В Якутске 19 случаев, в Мирнинском районе 6, в Хангаласском 3, по 2 в Алданском, Ленском и Нерюнгринском районах, по одному заболевшему в Амгинском, Верхневилюйском, Горном, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Аймеконском и Оленёкском районах. Все ближайшие контакты заболевших выявлены и изолированы. За минувшие сутки подтвержден один летальный случай от COVID-19. За сутки лаборатории республики провели 3389 исследований на коронавирус. Сегодня основным этапом, конечно, это ситуация по завтрашнему дню. Это первый раз мы идем в новой ситуации в школу, в детские сады. Мы считаем, что мы готовы, но посмотрим, какие испытания нам сегодня принесут. У нас большая готовность, в том числе по запуску тепла в детские сады и в школы. Это сегодня на особом контроле. Наша самая главная задача, чтобы дети у нас пришли в теплые помещения, не успели заболеть, и мы успели провести всю нашу прививочную кампанию, которую мы запланировали до 15 октября, привить 60% населения от гриппа на территории Республики Саха-Якутия. Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу. Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения России. Родители должны рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены детей. В Роспотребнадзоре рассказали, что на одного ученика в классе должно приходиться 2,5 метра. В случае выявления коронавируса у ребенка или педагога будет работать система экстренного оповещения. В Министерстве просвещения призывают родителей, которые сталкиваются в школах с поборами, требованиями сдавать деньги на термометры и средства индивидуальной защиты, обращаться в прокуратуру и звонить на горячую линию ведомства. Между тем, в Якутске очно будут учиться учащиеся с 1 по 11 классы в Кангаласской и Маганской школах, техническом лицее Алексеева и СОШ номер 32. В привычном формате будут учиться и школьники специальных коррекционных школ номер 4, 22, 34, а также учащиеся адаптивной школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Напомню, что этот учебный год в Якутии пройдет в очно-заочном формате из-за пандемии коронавируса. Новый учебный год в новом здании. В поселке Алмазный Мирнинского района открыли трехэтажную школу на 275 мест. Жителей поселка поздравил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что, несмотря на пандемию, все социальные объекты в республике сдаются в срок. До этого учебного года дети учились в старом деревянном здании. Новая школа общей площадью 5000 квадратных метров отвечает всем современным образовательным стандартам. Есть актовые и спортивные залы, большая столовая, 2 лонгофонных кабинета, кабинет искусства, библиотека, студия хореографии. На территории школы также обустроены детская площадка и зона отдыха. Кормозаготовительная кампания в Вилюйском районе подходит к концу. На сегодняшний день план по сенокосу выполнен на 94%. Район посетил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Якутии Михаил Никифоров. Он осмотрел сенокосные угодья и посетил молокозавод производственного кооператива «Сыабулу». Также во время поездки стороны обсудили вопросы поддержки сельхозпроизводителей в Вилюйском районе. И еще одна программа, которой мы сегодня ознакомимся, это комплексное развитие сельских территорий. В Вилюйском районе строится ряд объектов. Одна школа, которая для нас вызывает тревогу. Вот подрядчик у нас не успел завести материалы, поэтому мы здесь обсуждаем с администрацией Вилюйского УЛУСа, как дальше построить этот объект. Мы совместно с УЛУСом будем далее обсуждать в рамках своей работы развитие именно сельского хозяйства в Вилюйском УЛУСе.
Первый экспериментальный лесопитомник открыли в селе Солянка Алекминского района. Здесь планируют выращивать лиственницу даурскую и сосну обыкновенную. Все подробности в следующем сюжете. В селе Солянка Алекминского района прошло торжественное открытие первого в республике экспериментального пилотного проекта лесного питомника для выращивания сеянцев, саженцев основных пород деревьев, таких как сосна и лиственница даурская. Данный проект стал доступен благодаря федеральному закону о компенсационном лесовосстановлении. Вообще питомники создаются на территории республики у нас впервые, только начата эта работа, да, во исполнение для реализации, точнее, федерального закона 212 ФЗ о компенсационном лесовосстановлении. Данный закон подразумевает обязанности арендаторов лесопользователей, таких как недропользователи, компенсировать вырубку лесных насаждений в каких-то определенных местах. Проект реализован в республике Арктическим государственным агротехнологическим университетом совместно с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства республики и муниципальным районом Алекминский район. Лесопитомник имеет проектную мощность 3 миллиона сеянцев, саженцев в год. Хвойного леса – это лиственница и сосна. Мы будем в рамках федерального закона продавать или восстанавливать лес. Именно недропользователи, крупные компании обязаны будут покупать у нас сеянцы, саженцы и восстанавливать лес. Восстановление лесов очень актуально для районов, там, где ведут свою работу недропользователи в промышленном освоении территорий. Вообще этот процесс лесовосстановления, он достаточно актуален и востребован, особенно в наше время, когда идет достаточно интенсивное промышленное освоение территорий. Это очень важные события, исторические события, и отрадно, что именно с Алекминской земли пойдет работа именно в данном направлении. Также в республике есть планы и уже прорабатываются проекты открытия подобных лесопитомников в других районах. Лес – это зеленое море, которое дает многое для нас. И наша цель – это восстановить и приумножить лесное богатство для будущих поколений. Максим Копылов, Алекминск. Великая Отечественная война глазами мастеров 20 века. 3 сентября в Якутске откроется мультимедийная выставка «Память поколений», на которой представят видеопроекции известных полотен о Великой Отечественной войне. Их можно будет увидеть в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Экспозиция включает в себя более 200 шедевров живописи отечественных мастеров военного и послевоенного периода, таких как Александр Локтионов, Павел Корин, Аркадий Пластов, Александр Денейко. Эта выставка показывает все тяготы войны, подвиг советского народа и также подвиг простых людей, которые оказались в оккупации, в тылу. То есть тех людей, которые являются нашими дедами, бабушками. Специальный показ документального фильма режиссера Сергея Потапова «Бог Дёге Сёй» состоялся в Москве в рамках программы журнала «Искусство кино». Главным достоинством якутской киноленты организаторы проекта считают экспериментальность формы и абсолютно народное содержание. Напомню, что черно-белый фильм о национальном празднике Исэх завоевал главный приз кинофестиваля в Чили в 2018 году. Дебютный его показ состоялся во время Исэха Туймады в местности Юсьхатын. Но в широкий прокат кинокартина еще не выходила. Фильм принимал участие в программе Берлинского кинофестиваля. Картину показали во Франции, Англии и Канаде. Это один из моих любимых якутских фильмов. Хотя якутское кино дико разнообразное, мы все это знаем, и жанрово разнообразное, и по своему киноязыку. Стабильная ценность якутского кино – это связь с корнями. То, что в России почти потеряно. Это связь с религией, с фольклором, с традициями. Ее очень редко кто умеет облечь в какую-то современную форму визуальную. Здесь, по-моему, это получилось за счет совмещения документального и игрового компонентов. Популярная танцевальная студия «Завод» покоряет Москву. В каком составе группа отправилась в столицу и каковы творческие планы команды, в своем сюжете расскажет моя коллега Айсена Бурнашова.
Это зажигательное видео буквально взорвало соцсети. Фронтмен завода «Серга» выступил вместе с Митей Фоминым, представ для якутского зрителя в абсолютно новом стиле и образе. А вот другое видео уже с обворожительной Анной Семенович. Талантливый танцор не так давно в Москве, но уже подогревает интерес публики яркими выступлениями со звездами российского шоу-бизнеса. Танец – это для меня что-то большее, чем просто счет там, и так далее. Во-первых, танец – это для меня способ самовыражения. Я путем танца выражаю свои чувства, свои эмоции, путем импровизации, фристайла, хореографии. На ходу получается движение, вот, рука пошла дальше, ноги и так далее. Вот. Уже 6 лет Серга занимается в заводе. Этому парню по плечам и фристайл, и поппинг, и хип-хоп. И именно этим мастерством он и другие участники завода намерены делиться с москвичами. Сейчас они проводят мастер-классы и преподают уроки на базе танцевальной студии Art of Dance. Решили, что нужно расширяться, расширять географию. Решили начать с Москвы. Но, к сожалению, попалось такое время, непростое, коронавирус. Именно поэтому было принято решение объединиться с какой-нибудь уже действующей студией, и где мы сейчас вот находимся. Опытные и профессиональные дэнсеры Серга и Кюбяя Басова будут в основном составе московской группы. Их главный тренер Андрей Степанов. Сейчас у завода идет подготовка к октябрьскому чемпионату Хип-Хоп Интернешнл. Ребята надеются достойно выступить на соревнованиях и представить команду участников не только из Якутии, но и из Москвы. Несомненно, завод очень хорошо вписался в нашу атмосферу. Мы очень давно ждали, рады, что они наконец-то к нам приехали. Это очень интересно, атмосфера потрясающая, дети наполнены энергией, и душу родителям греет такая вот заводная музыка. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Москва. Серфингист из Гатчины поймал волну посреди затопленной проезжей части. На кадрах молодой человек рассекает на доске по образовавшемуся после сильных ливней озеру, будучи прикрепленным тросом к едущей впереди машине. Городские улицы превратились в идеальное место для серфинга после обрушившихся дождей в субботу. К этой минуте у меня пока вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не переключайтесь.